Прямо на кольце, это самый центр Сыктывкара, магазины и жилые дома пестрят вот такими иероглифами. Надписи на зданиях отнюдь не художественные, практически на каждом шагу. Горе-художники ни в чем себе не отказывают и выбирают резкие и яркие краски. Видимо, чтобы их творчество сияло как можно дальше и дольше. Ну, это какие-то, наверное, что-то с молодежью связано, может, какие-то их, не знаю. Ну, думаю, что это только они могут. Зачем это писать, всякую ерунду? Да, зачем? Да, не надо. Не надо, золотая, не надо. Впрочем, сами творцы, похоже, пока еще не догадываются, что за их деятельностью уже идет слежка. Администрация города, управляющие компании и полиция сообща ведут бой с вандалами. Так, за каждую надпись хулиганам в случае их поимки предстоит заплатить штраф – 4000 рублей. Один из таких горе-художников, к слову, уже попался. Он нарисовал на стенах строений города на почти 200 тысяч рублей. Это 48 надписей. Эти деньги пойдут в муниципальную казну. Умышленное повреждение частного или муниципального имущества или его уничтожение, если действия не нанесли значительного ущерба, образует состав административного правонарушения. А в качестве наказания за подобные деяния кодексом предусмотрен штраф. В случае причинения значительного ущерба возникает уже уголовная ответственность по статье 167 Уголовного кодекса. За это предусмотрено наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы. Это сегодня новые остановки на одной из центральных улиц Сыктывкара, такие чистые. А совсем недавно на них тоже красовались надписи. Сомнительные творения столичные власти стараются убрать с улиц города как можно быстрее. Есть предприятие муниципальное, которое является обслуживающим обычную дорожную сеть, в том числе и остановочный комплекс. Поэтому предприятием производится ликвидация данных надписей. В случае того, что в большинстве случаев мы делаем обследование, если нет камер видеонаблюдения, нам не представляется посмотреть, скажем так, и определить правонарушителя, в котором часу он нанес эту надпись и так далее. Мы ее, безусловно, в первую очередь ликвидируем. А воскресным утром 19 января жители одной 18-этажной новостройки были ошарашены увиденным в подъезде. Двери пассажирского лифта были разгромлены неизвестными. Судя по всему, орудовал человек с внушительной массой тела, иначе как можно было так легко погнуть металл. Следы нашествия видны на 17 этаже. Там разбиты окна и балконные двери. Сегодня подъемник уже заколочен досками. Использовать лифт пока не представляется возможным. Постоянно что-то происходит, постоянно. После выходных особенно, они прям кто-то, видно, запускает их. Ведь есть, которые квартиры сдаются, и они, может быть, заходят так. А мы-то стараемся уже все равно, видишь, привык же, знаешь уже все равно своих людей. Смотришь, какой-то чужой человек. Но это, конечно, делает молодежь. Как-то мы даже тогда полицию вызывали. Сегодня сотрудники управляющей компании уже начали демонтаж створки лифта. Только после этих работ станет известна причина поломки всей кабины. Поэтому, когда заработает лифт, пока неизвестно. Управдом отвечает, ранее он уже предлагал установить подъезда камеры видеонаблюдения. Однако на финансово-затратный шаг согласились жильцы лишь нескольких этажей. Сейчас этот вопрос снова стал актуальным. По факту произошедшего проводится проверка. Анастасия Тюрина, Олег Костромин, телеканал Юрган.